По газификации вопрос. Вот мы недавно опубликовали такую инфографику, где какие населенные пункты будут газифицированы. Да? Здесь один вопрос, вот как раз по Чаянде. Какие будут перспективы по газификации Алданского района и строительству там, возможно, перерабатывающего какого-то производства? Вот в том числе говорили, что, возможно, будет прометан, и там какое-то хранилище будет. Производство именно. Да, но это очень большой вопрос, который всегда интересовало население, и они задавались этим вопросом. Ну, во-первых, давайте разделим саму тему газификации. У нас она делится как бы на три направления. Первое, конечно, это с Чаяндой связано. Мы говорим о том, что Чаяндинский газопровод, прежде всего, должно быть нацелено на газификацию населенных пунктов Дальнего Востока. И мы надеемся, с учетом наших соглашений, договоров, которые заключались с Большим Газпромом, газифицировать Ленский, Алекумский, Алданский, Нерминский районы. Но здесь возникла проблема, которую я озвучивал, пути решения в Астрахани, вот совсем недавно, на той неделе, когда проводил совещание комиссии президента Российской Федерации. Дело в том, что для того, чтобы от этого бизнеса получить выгоду, «Газпром» имеет свою методику, которая называется коэффициент выгоды или коэффициент доходности. И там эта цифра равняется 12. И они с учетом насыщенности объекта газифицируемых, то есть это районы, города и так далее. А вот Дальний Восток, к сожалению, под как бы методику или под этот механизм не попадает. И в результате появилась угроза неучастия «Газпрома» в газификации населенных пунктов Дальнего Востока. Вот эту просьбу, чтобы методику поменяли, я поставил перед президентом Российской Федерации, чтобы он дал поручение «Газпрому» и правительству Российской Федерации отрегулировать этот вопрос. Это вот поэтому, как это решится, это будет зависеть от газификации вот этих населенных пунктов. Потому что у нас, почему мы не попадаем под этот коэффициент, потому что у нас населенные пункты очень маленькие, плотность низкая, большие транспортные расходы и так далее. Расстояния между поселками очень большие. Второе направление, это, конечно, газификация центральной группы районов, Вилюйской группы районов. Это имеется в виду Вилюйского, Верхневилюйского и центральной группы районов. Здесь программы сегодня разрабатываются. Мнения разные. Но я, с учетом того, что появились разные мнения, я сказал о том, что план газификации должен быть таким долгосрочным, чтобы охватить все населенные пункты, которые должно охватить и наше газовое хозяйство. Это имеется в виду и Амгинский район, и Татинский район, и Солданский, Горный, Хангаласское заречье, Вилюйский район, где недогазифицировано. Это обеспечение, Верхневилюйский район, где недогазифицировано, этот берег. Это обеспечение безопасности через Рекулена газопровода. Это третья нитка газопровода Вилюйск, Якутск. И самое главное, обеспечение безопасности Якутск-Намцы. Вот эта программа полностью должна быть. Но она должна быть разделена на этапы. Первый этап, второй этап, третий этап. Третий этап, это имеется в виду Амгинский район. Третий этап, это заречье Хангаласского улуса и так далее. Вот это второй момент. Третий момент, это Западной Якутии, в частности, Нюрбинский и Сунтарский районы. Да, мы предполагали, и об этом уже народу заявляли, о том, что будем газифицировать за счет заречья Вилюйской группы районов, в том числе Сунтарский, Нербинский, за счет Верхневилюйской заречья, за счет Среднетюнского месторождения в Вилюйском районе. Но потом все-таки сегодня пришли к выводу, что эта программа нереальна. Поэтому, когда я сейчас ездил, будем сегодня пересматривать и программу переориентировать на электроотопление, на использование электричества. И эта программа уже реализуется в Сунтарском районе. Половина Сунтарского района уже мы почти перевели на электроотопление, частный сектор и предприятия, учреждения. То эту работу продолжим. То же самое начали в Нюрбинском районе.
Но если и появится определенная возможность использовать месторождения, которые имеют отношение к Сунтарскому или Нюрнбергскому району, это имеется в виду большие месторождения «Газпрома», которые они перейдут с ЧНД еще на эксплуатацию батоминских месторождений, то мы можем посмотреть газификацию этих районов за счет этих месторождений. Вот это третий момент. Вот так будем решать программы, которые мы сегодня озвучим для себя. Но имейте в виду, у нас газифицировано где-то 17% в целом Судья Республики, то на Дальнем Востоке эта цифра равна где-то 6,5. Газификация, насколько я знаю, «Газпром» давно уже готовит инфраструктуру на Чаянде для строительства сил Сибири. Вот я хотел узнать, когда это начнется, во-первых, да, строительство. Во-вторых, вот спрашивал Чукур по поводу, будет ли НПЗ. Вот как бы что здесь вот известно про НПЗ и про хранилище гелия. Где это будет? Здесь или в Амуре? Это точно важный вопрос, потому что очень много вопросов задаются. Вот и спрашивают, вот опять Борисов проигрывает, якобы там заводы будут строиться за пределами республики, и здесь у нас опять ничего не будет. Да это правда. Правда в том, что кто-то что-то будет делать, они всегда думают и считает любой, даже те, кто задает эти вопросы, тоже всегда не думают же о своей выгоде, а не об убытках, чтобы делать... Ну, смотрите, как получается. Газохимический комбинат поставят на ЧНД. Поставили, по нашим требованиям, так скажем, да, по требованиям Борисова, скажем. Поставили, а потом этот газохимический комбинат производит продукцию. И потом производит, и для того, чтобы вывести, надо железную дорогу построить. Для того, чтобы продать ее, надо везти по всей стране, или на запад, или на восток. Это затраты огромные, и цена товара становится неконкурентоспособной. И представьте, такой же завод в конце трубы. Так? Тогда в этом случае транспортные расходы, которые труба, это совсем другая цена. Ну и с другой стороны, там не будет никаких расходов для того, чтобы даже везти не надо железную дорогу. Прямо на пароходы положить, вывести на рынок Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому с этой точки зрения, вот насчет газохимических, других перерабатывающих, даже нефтяных перерабатывающих, конечно, мы понимаем, что никто на этот шаг не пойдет. С точки зрения экономики, с точки зрения здравого смысла. А что касается той потребности, которую мы ставим. Мы говорим, мы через все страны везем топливо, нефть, нефтяные продукты. Это ГСМ, там, бензин, солярку и так далее. И мы говорим, давайте это поставим под потребность республики, завод, который будет перерабатывать нефть. В Ленском районе, например, да? Или в Алдане, там, где труба кончается. Эта труба идет. Чтобы по железной дороге доставить до Якутска и реализовать по всей Якутии. Или поставить в Ленск, а потом везти рекой сюда под потребность республики. Вот этого мы добиваемся. Это, по сути, надо миллионы поставить. Но там есть определенные проблемы, аж куда девать промпродукты, переработки, мазут там и так далее. Тоже ответа нет. Вот мы ищем ответы на эти вопросы, чтобы обосновать полностью этот проект. Теперь очень большая тема, которую я ставил перед президентом Российской Федерации, и перед правительственной комиссией, которые включили протокол поддержать предложение Борисова о создании гелиевой промышленности. В стране нет гелиевой промышленности, есть только один завод в Оренбургской области, который перерабатывает где-то 1,5 миллиона кубометров гелия. В мире конъюнктура рынка такая, что Америка сейчас сворачивает это производство, а потребность растет. Китайская Народная Республика сегодня может получить на свой внутренний рынок примерно 100-150 миллионов кубометров. Я говорю, вот этот рынок же будет... А у нас очень много гелия, уникальные месторождения. В России нет такого месторождения, как Чайдинское, или даже в Иркутской области, хотя 2 раза меньше, это Калугинское месторождение, именно в составе газа.
Поэтому мы говорим, гелий надо переработать. «Газпром» что сделал? «Газпром» берет, понимает эту задачу и говорит, мы будем строить в Белогорске. Тоже примерно с такими же соображениями, как по газохимически я сказал. И хотят построить в Белогорске, в Амурской области. Мы говорим, вы тогда, мы сейчас уже, с учетом, я их позиции, вот как раз внес предложение о создании гелиевой промышленности. Гелий это все-таки, прежде всего, в мире добывается и перерабатывается на место добычи. Вот мы это будем защищать. И нам дано сегодня Министерство промышленности Российской Федерации внести нам предложение. Поэтому мы сейчас будем прорабатывать и работать. Просто так, огульное такое, ну скажем, предложение о том, что надо все оставить здесь надо очень крепко подумать. А мы говорим, то, что надо ставить, надо ставить.